Безопасность превыше всего, особенно безопасность детей. Сейчас доступ во многие школы республики возможен только по системе контроля доступа. Когда ученик заходит и выходит из школы, родителям приходит сообщение. Целый день ученики находятся под прицелами камер. Можно отследить их каждый шаг. Но бывают такие ситуации, когда современные технологии не обеспечивают полную безопасность. Как сделать так, чтобы, отправляя детей в школы и детсады, можно было не беспокоиться об их безопасности, расскажет Дарья Вологжанина. После трагических событий в Казани, где погибли дети, российские образовательные организации еще больше внимания уделяют безопасности. Заборы, наружные и внутренние камеры наблюдения, пропускные системы – это минимум, который должен быть в наших садах и школах. В Воркуте по инициативе депутата Госсовета Руслана Магомедова была проведена встреча по вопросам безопасности пребывания детей в школах и садах города и поселков. Понимаете, мы когда ребенка отправляем, мы должны гарантировать, что ребенку ничего не случится. Это же наши дети, и тут никакие ни деньги, ни что не жалко. И мы не должны скупиться на это, потому что у нас должна быть гарантия, потому что ребенок ушел в садик или в школу, там должно быть гарантировано, что с ним ничего не случится. Конечно, я куда угодно дойду и достучусь, чтобы это была безопасность гарантирована. Одной из главных проблем, которую озвучили на встрече, оказалось недостаточное техническое оснащение. Одни только видеокамеры и видеорегистраторы для школ и садов оцениваются почти в 25 миллионов рублей. Не везде есть и главная – тревожная кнопка. Руслан Магомедов взял вопрос с кнопками на контроль и пообещал лично их приобрести. Отличником среди образовательных организаций по вопросам антитеррористических мероприятий можно назвать Воркутинскую школу номер 39. Здесь все по правилам. Есть камеры видеонаблюдения с мониторами, громкоговорители, современные турникеты для входа по карточке и запасные выходы. Тревожная кнопка в обязательном порядке, а пропускной режим осуществляется силами вахтера, который также в целях недопущения проникновения на территорию здания посторонних лиц обязательно требует документа об удостоверении личности, обязательно записывает приходящего посетителя в журнал учета посетителей и спрашивает, к кому направляется данный посетитель. Вахтер школы Галина Викторовна отмечает, что было бы неплохо, если вместе с вахтером на входе был человек в форме, представитель какого-то ведомства или охранного предприятия. Уверенности было бы больше. Этот же вопрос поднимали и на собрании. Пока приходится справляться своими силами. Говорит, что все посетители с пониманием относятся к серьезному пропускному контролю. Родители бывают разные, куда-то торопятся, да, им надо все очень быстро. Но мы объясняем, что у нас пропускной режим, и просто так мы вас в школу не можем пропустить. Нужно позвонить либо преподавателю, чтобы он спустился, вас забрал, потому что просто так по школе никто у нас не ходит. То есть всегда под контролем, преподаватель забирает, преподаватель спускает назад. Кроме технического оснащения, для безопасности важна и подготовка кадров. Учебные тренировки по антитеррору в школах давно перестали считаться чем-то формальным. Их стараются проводить реалистичными. Закладывают дымовые шашки, берут заложников и вызывают спецслужбы. У руководства и учителей отточены действия от и до, да и у детей тоже. В рамках антитеррористической защищенности, антитеррористической безопасности детей, пребывания в образовательной организации, систематически проводятся тренировки по эвакуации детей. Это и в рамках по пожарной безопасности, и по антитеррористической, закладка взрывного устройства. Вопросы отработаны. Заключение договора у нас с соседними учреждениями по эвакуации детей. Воркутинские образовательные организации сейчас на пути к обеспечению полной безопасности в своих стенах. Работы еще много. Очень важен комплексный подход, а также, чтобы учителя, родители, дети, специалисты и руководители школ и садов понимали, что вся эта работа, учеба и тренировки необходимы для одной цели – безопасности наших детей. Дарья Вологжанина, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.